Выявление рисков нарушений, контроль соответствия деятельности органа власти требованиям антимонопольного законодательства и оценка эффективности – таковы задачи антимонопольного комплаенса. В повестке дня это главный пункт, основные цели которого являются профилактика нарушений, повышение уровня правовой культуры в органах власти. Это система мер по противодействию нарушениям, то есть по предупреждению, точнее, нарушения антимонопольного законодательства. Поэтому, если, допустим, любая организация, которая приняла у себя добровольно антимонопольный комплаенс, если мы находим у них нарушения, то в связи с тем, что у них был этот комплаенс, то если идти по опыту зарубежных стран, в настоящее время это антимонопольный пакет внесен в Госдуму, если на него утвердят, то у нас также будет. И вот, если мы его находим, нарушение в этой организации, то снижение штрафа у него будет происходить там 10, 15, 20% от максимальной цены. Присутствующие отметили, что внедрение антимонопольного комплаенса благоприятно отразится на ведении их деятельности и, по сути, станет подушкой безопасности. Меры, которые сейчас обсуждаются, они призваны сделать так, чтобы наши министерства, ведомства, хозяйствующие субъекты имели возможность меньше нарушать антимонопольное законодательство. Внедрение корпоративной программы по соблюдению антимонопольного законодательства создает выгоды для ФАС России и для компании, поскольку позволит предупреждать нарушения антимонопольного законодательства, выявлять их на ранней стадии. Это может позволить уменьшить число фактических нарушений и, с другой стороны, может снизить нагрузку путем сокращения числа разбирательств. Ася Горчханова, Исмаил Исагов, Мадина Марзиева, Вести, Ингушетия.